Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И в ближайшие полчаса о самом важном и интересном сегодня. В республике за сутки зарегистрировано 267 новых случаев ковид. Это чуть меньше, чем накануне. Еженедельный прирост заболеваемости при этом сохраняется на уровне плюс 19%. Рассказали на пятничном брифинге по эпидситуации. Уже 2 недели ежедневно в республике выявляется свыше 250 заболевших. И эта цифра растет. Минздрав по-прежнему беспокоит темпы вакцинации и ревакцинации. Конечно, самая волнующая тема на сегодня – ограничения на транспорте. До понедельника нужно фактически перестроить всю систему пассажирских перевозок. Все детали у Лины Зинатуллиной. Пока темпы прироста еженедельные у нас сохраняются на уровне плюс 19%. Говорить о снижении заболеваемости ковидом не приходится. Уже вторую неделю больше 250 случаев заражения в сутки. Прививаются в день в среднем по 20 тысяч татарстанцев. С 10 ноября Роспотребнадзор начал проверять предприятия и организации. Здесь должны быть привиты 80% коллектива. Из проверенных 141 объекта этого уровня не достигли всего 16. Отзывы у работодателей такие, что очень действенная мера. И были такие случаи, факты, когда работодатель рассказывает, что-то у меня было 5 человек, но вот прям злостные отказники, вот прям вот на Конституцию, на право человека, но вот просто никак. Отстранил на дистант. Люди остались без денег. Вы знаете, все, в принципе, куда-то исчезли. Пошли и привились. Полный цикл вакцинации в республике прошли 1 368 500 тысяч человек. Без записи можно привиться спутником V и Light. На днях новая поставка последнего. На остальные вакцины листы ожидания. Ревакцинировались пока лишь более 40 тысяч татарстанцев. Это менее 3% от привитых. По темпам ревакцинации или повторной вакцинации с момента прошлой недели ничего сильно не изменилось. Идет прибавка, но темпы могли бы быть больше. Пожалуй, главный вопрос, грядущий с 22 ноября, QR-коды в общественном транспорте. Их будут проверять вместе с документом, удостоверяющим личность. И это не обязательно паспорт. Достаточно, там, не знаю, пропуск там, с фамилией, имя, отчеством, там, фотографии, удостоверение. Там. Это самое главное — подтвердить принадлежность. Тяжело будет. Действительно, я одного человека, пока она ищет, выложит телефон, пока ищет свой QR-код, а здесь несколько людей просто бесплатно выходит. Кондуктора в республике получат больше 2500 смартфонов с дополнительными аккумуляторами. К понедельнику готовятся и пассажиры. Мне как-то все равно. У меня есть QR-код. А код у вас есть? Нет, просто бумажка у меня. Как будете ездить? Ну, я около дома, никуда не буду ездить. Сейчас иду со 2-й прививки, а уже в понедельник уже QR-код. Это же не зря придумано. Раз государство требует, раз это порядок, делать это обязательно нужно. Я бы попросил наших пассажиров не вымещать свое негодование на кондукторах, на водителях. Они выполняют свою работу. Они перевозят пассажиров. Все, что принято, они просто должны выполнять. Поэтому то, что вы не имеете права, там еще прочее, чтобы не возникали эти конфликтные ситуации. Без QR-щиков в общественном транспорте с понедельника будут выявлять мобильные группы проверяющих. Если найдут, на пассажира наложат административный штраф до 30 тысяч рублей. Его могут наложить и на кондуктора или водителя, проверяющих коды. Уже до 50 тысяч, как на должностное лицо. Ответственность для перевозчиков, то есть юрлиц, до 300 тысяч. Лина Зинатуллина, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. Второй день в поликлиниках выдают справки о медотводе нового образца. Документы теперь с QR-кодом, как у тех, кто привился или переболел ковидом. Такая справка действует только на общественном транспорте. Если у пациента уже есть медотвод, его нужно переоформить. Где и как, расскажет Вероника Гайнудинова. Татьяна Александровна, вы ко мне подошли за получением медотвода, временного медотвода от прививки. Светлана Яковлева только переболела ОРВИ, врач рекомендует пока не прививаться от ковид, поэтому у женщины медотвод на 2 недели. Мы открываем программу «Ревмяц». Справку о медотводе с QR-кодом оформляет участковый терапевт в поликлинике по месту жительства. Данные пациента вводятся в специальную программу. Указывается срок, на который выдается справка, и причина медотвода. Врач тут же и распечатывает документ. QR-код считывается. Мы уже смотрели, пробовали. Когда программа, которая считывает QR-код, видно, что человек действительно переболел, что это действительно
QR-код не нарисованный. У Екатерины аллергия на лекарства. Говорит, чтобы точно добраться до работы в понедельник, пришла за медотводом. У меня потому что на лекарства это как отек венки. Никто не может установить от каких лекарств. Вот поэтому мне пока аллерголог дала медотвод. Медотвод выдается строго по показаниям. Это тяжелые аллергические реакции, возраст до 18 лет. Для ряда вакцин, беременности и грудное вскармливание. Есть временные медотводы у пациентов с онкозаболеваниями, с острой фазой болезни, либо обострением хронической. Наличие просто хронического заболевания, к примеру, не является медицинским отводом от вакцинации. Не надо, пожалуйста, уважаемые жители нашего города и нашей республики, пытаться вот с этой позиции заходить в поликлинику. Поликлиники будут работать в обычном режиме. Переводить их на усиленный не планируют. Довольно узкий спектр. И говорить о том, что у нас сейчас миллионы граждан пойдут за медицинскими отводами в поликлинику, мы не можем. То, что очереди будут, да, безусловно. Но, тем не менее, если человек может повременить, то лучше, наверное, подождать, пока вот эта волна желающих получить его здесь сейчас хлынет. Жители, у которых уже есть медотвод, должны его переоформить. Документ действует только на общественном транспорте. Сканируя QR-код, кондукторы переходят на электронный ресурс Минздрава Татарстана. Если на экране они видят медотвод на зеленом фоне, это значит, он действующий. Красный означает, что срок действия документа уже истек, и для проезда на транспорте он уже не подходит. Вероника Гайнудинова, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Итак, с понедельника в Татарстане начинает действовать режим QR-кодов на общественном транспорте для лиц старше 18 лет. Предъявить можно будет изображение на смартфоне или распечатку QR-кода перед покупкой билета. QR-режим распространяется на весь городской общественный транспорт и межмуниципальные рейсы. Помогать кондукторам будут специально сформированная контрольно-ревизионная служба. С декабря у невакцинированных пенсионеров временно будут заморожены льготные транспортные карты. Ими можно будет снова пользоваться сразу после получения QR-кода. На сегодня все необходимое оборудование для считывания кодов закуплено. За выходные его получат все кондукторы и контролеры. Для того, чтобы это все технологично была проверяемость, на 9 часов утра партия уже поступила. И сегодня до вечера все оборудование, которое мы заказали, для того, чтобы эту проверку осуществлять быстро и эффективно, оно уже будет здесь, в Казани. И за субботу-воскресенье наши перевозчики ознакомятся, протестируют, и мы в понедельник будем готовы начать работать. Я думаю, большого коллапса не будет. Первые несколько дней, конечно, мы шероховатости будем видеть, но я думаю, это мы справимся. Президент Татарстана сегодня с рабочим визитом в Кыргызстане, в Бишкеке. У него насыщенная деловая программа. Это встреча с президентом республики, представителями правительства, участие в деловом форуме. Была в программе и культурная часть. Рустам Минниханов посетил дом-музей писателя Чингиза Айтматова и встретился с татарской диаспорой. У Татарстана и Киргизии огромный потенциал для сотрудничества, сказал Рустам Минниханов. Юлия Гоголева о перспективах. В аэропорту Бишкека Рустама Минниханова встречают как самого дорогого гостя. Киргизия, как и Татарстан, славится гостеприимством. Вскоре после прилета встреча с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Азизом Алиевым. Мы надеемся, что в рамках нашего форума сегодняшнего мы сможем придать динамизма уже на уровне бизнеса, так как это является одним из основных наших приоритетов на создание условий. Визит татарстанской делегации приурочен к деловому форуму «Татарстан-Кыргызстан». На одной площадке руководители ведущих предприятий, главы министерств и ведомств. Мы высоко чтим сложившиеся наши двухсторонние отношения. С 2017 года между Татарстаном и Кыргызстаном действует межправительственное соглашение. Из Бишкека в Казань сегодня прямой перелет. Рад представить сегодня экономический потенциал Республики Татарстан. Мы придаем большое значение развитию взаимодействия с Кыргызстаном в рамках российско-кыргызских отношений и будем рады расширению взаимовыгодных связей. По итогам прошлого года товарооборот между двумя республиками составил $41 миллион. Товарооборот 41 миллион долларов. Ну что это такое? Это очень мало. Значит, и больше мы поставляем. У вас уникальнейшая природа, уникальнейшие места.
В Татарстане тоже большая история. 3 объекта у нас в списке исторического наследия ЮНЕСКО. То есть нам надо активизировать работу по экономике, по торговле, по инвестициям, ну и туристический объект. Татарстан заинтересован в поставках в Киргизию нефтехимии, компрессорного и холодильного оборудования, сельхозтехники, инфраструктурное строительство, добыча полезных ископаемых, телекоммуникации. Здесь тоже возможны совместные проекты. Президент Киргизии Садыр Жапаров настроен на плодотворное сотрудничество. С теплотой вспоминаю нашу встречу в Москве в феврале этого года в ходе моего первого зарубежного визита в Российскую Федерацию. Кыргызстан с Россией связывают особые отношения, основанные на союзничестве и стратегическом партнерстве. Я хотел бы поблагодарить господин президент за то, что регулярно делегация Казахстана принимает участие в форумах. Большой ежегодный форум, экономический форум России «Исламский мир», Казань саммит. Мы каждый год проводим, и ваша делегация была серьезно представлена во главе с министром инвестиций. Ну и будем рады видеть наших коллег на предстоящем саммите. Это будет 2022 год. И сегодня Рустам Минниханов встретился с активом татарских общественных организаций. В Киргизии сегодня проживает 55 тысяч татар, 16 тысяч из них в самом Бишкеке. Татары Кыргызстана достаточно внушительно представлены во всех сферах деятельности – промышленности, сельском хозяйстве, просвещении, здравоохранении, науке, управлении и культуре. Организация «Туган-Тел» появилась 30 лет назад. В 6 городах Киргизии есть ее филиалы. Чтобы вы свою активность, которая сегодня есть, не потеряли. Между дружественными республиками сегодня множество культурных ниточек. Династия знаменитого советского писателя Чингиза Айтматова – яркий пример. Корнями она уходит в глубинку Татарстана. Удивительно, оттуда родом и мама Рустама Минниханова. Дословно у Тимышевых предков Чингиза Айтматова по материнской линии. Кукмарский, да? Да, Кукмарский край. Я сам был в Кукмаре, посетил музей. Моя мама тоже с Кукмарского района. Да, огромная честь. В этом доме Чингиз Айтматов провел последние 20 лет. Мы в 1937 году приехали в Кыргызстан и в 1952 году сфотографировались. А до этого не было фотографий. Родословную семьи Утимышевых в дар музею Айтматова сегодня передал Казанский федеральный университет. Новый экспонат удачно дополнил бесценную коллекцию книг и фотографий. На фото и первый президент Татарстана, ныне государственный советник Ментимер Шаймиев. Сын писателя рассказывает об одном из его визитов. Я сам участвовал при одной из встреч, а так мы с отцом были 2 раза, а отец, наверное, был гораздо чаще. Эльдар Айтматов с семьей сейчас живет во второй половине дома-музея. Здесь же расположен Международный фонд Чингиза Айтматова. В 2000 году его основал сам писатель. Дом-музей Чингиза Айтматова пользуется популярностью как у соотечественников писателя, так и у иностранных гостей. Юлия Гоголева, Марат Саидгараев, ТНВ, Кыргызстан. Сегодня в Казани завершился международный саммит «Языковое разнообразие в глобальном мире». Его называют репетицией 21-го Международного конгресса лингвистов, крупнейшего форума языковедов мира. Он проводится каждые 5 лет, начиная с 1928 года, но его еще не принимала Россия. Пройдет он в Казани через 2 года. И столицу Татарстана выбрали не случайно. Здесь успешно сохраняют, изучают и развивают родные языки, используя для этого как традиционные, так и современные технологии в соответствии с международными стандартами. Языковая политика в России, начавшаяся еще при Ленине, которую, кстати, я считаю прекрасной, но которая, к сожалению, не была продолжена в полной мере, у вас в республике продолжает поддерживаться. Родных языков много, а Республика Татарстан выполняет работу по их сохранению очень хорошо. И даже одно это заслуживает проведения данного форума именно в Казани. Опыт татарстанских ученых изучили больше 3500 слушателей из 28 стран мира в рамках этого лингвистического саммита. В этом году он проходит онлайн. За 5 дней участники саммита приняли участие в 5 пленарных сессиях, где выступили 16 ведущих ученых России, Европы и Востока. Обсудили современные тренды в традиционной и компьютерной лингвистике, их трансформацию. Были вопросы о сохранении родных языков, издании учебников для школ и как с помощью слова развивать полилингвальность в образовательных процессах.
Мы в таком формате уже мероприятия проводили и в прошлом году. В прошлом году в работе саммита принимали участие ученые из 24 стран. В этом году уже почти из 30 стран. Нас очень радует то, что интерес проявили и главные редактора, заместители главных редакторов ведущих журналов мира, которые входят в базу данных Scopus и Web of Science. Казань стала всероссийской площадкой для молодых экологов. О том, как защитить водоемы от антропогенного воздействия, сегодня говорили эксперты со всей страны. Они же оценили больше 1500 проектов, представленных на конкурс. Лучшие получат гранты для их реализации. Какие эко-работы уже в действии, какие ждут признания, с участниками познакомилась Алия Хайрудинова. Очень сильно мелела река. Я понимаю, что, возможно, это связано с малым количеством осадков, но вопрос первый – это по поводу нормализации сброса воды. Студент из Астраханской области озабочен не только своей учебой. Его беспокоит судьба Великой реки. И такой форум позволяет молодежи вместе с экспертами поднимать серьезные эко-проблемы. У нас сейчас до конца года практически разработаны и согласованы программы по Уралу и по Иртышу. Юниорский водный форум проводит в 3-й раз. Каждый год поступает 1500 проектов по сохранению водных ресурсов. Так, Никита Кузьмин из Казани на протяжении 3 лет разрабатывал проект по борьбе с цветением водоемов на основе ячменной соломы. Я бы очень сильно хотел, чтобы данный проект реализовался на территории Республики Татарстан, особенно для озер Кабан, верхний, нижний, средний, а также для озер Лебяжье, Глубокое озеро и других региональных водоемов. Эти и другие вопросы стали основными на этом форуме. Более 500 человек из 82 регионов страны присоединились к дискуссии. Из-за санэпидобстановки большая часть онлайн. Ивану Хадееву из Ставропольского края с QR-кодом удалось лично участвовать в обсуждениях. Он разработал проект по очистке сточных вод с тропическим растением эйхорнией. Ее корни способны поглощать вредные вещества и тяжелые металлы. Непосредственно у нас рядом с озером и запах был неприятный, и в целом просто визуально было заметно, что озеро грязное, если так можно выразиться. И с этого, собственно, и началось мое, так сказать, исследование. Сегодня проект Ивана, как и многих других юниоров, претендует на грант. Так, благодаря финансовой поддержке в Мурманске разработали эколого-образовательный маршрут Семеновского озера. В Петербурге прижился метод определения частиц микропластика в водоемах. В Калининградской области решили проблему подтопления местной школы. Проекты очень интересные и реализуются практически в каждом регионе. Это действительно так. Мы это отмечаем, следим очень внимательно. Мощное экологическое движение и в Татарстане. Так, Минэкология подписала соглашение с 8 вузами. 300 студентов уже прошли практику. Это важно, что молодежь именно вникает в эти проблемы, молодежь именно готова решать эти вопросы. Ну и самое главное, это говорит об их социальной ответственности сегодня к экологии, вообще к окружающему. Вот он, каталог уже реализованных проектов. К примеру, в Нижнекамске позаботились о качестве питьевой воды. В Казани разработали водную карту. Форум завершится завтра. После этого определят уже лучшие проекты этого года. Победитель отправится в Стокгольм, а лучшие проекты получат гранты на свою реализацию. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. За год количество новых потребителей Чистопольского филиала сетевой компании увеличилось на 40%. Количество заявок на технологическое присоединение растет. Этому способствует оптимизация процедуры подключения к электрическим сетям. Горит свет, работают электроинструменты. На месте будущего нового магазина предпринимателя Александра Дерябина строительство в самом разгаре. Благо с электричеством проблем нет. Подал заявку в конце мая. Сетевая компания построила воздушную линию и установила приборы учета. В начале июля уже подключили. Я 12 лет назад, когда первый объект подключал, это было хлопотно. Сейчас, не выходя из кабинета, через личный кабинет, я подал заявление, его рассмотрели, отреагировали. У меня электричество на объекте. Еще меньше времени понадобилось строителям новой Чистопольской мечети. Весь процесс от подачи заявки до подключения занял менее 15 дней. Подавали заявку на временные установка, прибор учета и подача света. Да? Даже 2 недель не прошел. Была подключена, ставлены прибор учета и сколько надо нам объем
мы получили. Довольны темпами работы и в Алексеевск-Дорстрое. Дорожные строители – многолетние партнеры сетевой компании. Говорят, раньше процесс подключения занимал несколько месяцев, сейчас до нескольких недель. Я могу в любое время отправлять заявки. То есть я днем бываю на объектах, езжу, вечером приехал, сел спокойно, подал заявку, очень удобно. Как объясняют в сетевой компании, ускорить все процессы помогла и развитая инфраструктура, и цифровизация. Последние годы в работе автоматизированные системы и программные комплексы. Заявки подаются онлайн через личный кабинет на сайте сетевой компании. Как правительством Российской Федерации направлены все меры по сокращению сроков на подключение определенных категорий заявителей, так и сетевая компания ставит для себя стратегические цели и задачи, направленные на сокращение этих сроков. В итоге только за год количество как заявок на подключение к электрическим сетям, так и число исполненных договоров технологического присоединения выросло на 40%. А чемпионом мира, чемпионом Татарстана сегодня прославленный тренер Айрат Газиев, победитель мирового чемпионата Dota 2 The International, наградил победителей первенства республики по компьютерному спорту. Он стартовал в марте и завершился в апреле. За кубок бились 200 участников со всего Татарстана. В финал вышли 8 команд. Каково это получать кубки из рук земляка и самого известного кибертренера мира, узнал Рамиль Шайдулин. Ребята, все спокойно, смолк и пошли. За этими секундами следили почти 3 миллиона зрителей и примерно треть русскоязычных пользователей. Это абсолютный рекорд за всю историю турнира The International и первая победа российской команды. Team Spirit, чемпионы The International 10! И только в Казани болели не столько за команду, сколько за их тренера, земляка Айрата Газиева. К своим 28 он уже 9 лет в киберспорте. Сначала как спортсмен, потом как основатель и тренер будущей суперкоманды Team Spirit. Смотрю на все, что происходит, и очень рад, что сейчас вузы активно помогают спортивному направлению, команду, ребятам. Сегодня он встретился с победителями республиканского чемпионата по киберспорту. За кубок республики бились больше 200 участников. Данное событие очень знаменательно, хотя бы потому, что 32 перворазрядника на регион, это как бы существенно. Сами ребята признаются, их вдохновляла команда Айрата Газиева. В них никто не верил, и они сделали такое чудо. Это мало кому способно. Все хотят этого. Айрат Газиев продолжает жить в Казани, выезжая лишь на сборы и чемпионаты. Я люблю свою страну, свой город. Я жил в Москве, скажу так, мне не очень понравилось, я переехал обратно в Казань. А уезжать, куда? Я не знаю. Мне нравится, не знаю. Чемпион мира награждает абсолютных чемпионов Татарстана. Ими стали студенты Казанского инновационного университета, которые верят, что когда-нибудь им покорится и мировой The International. Тем более, что есть планы провести его в Казани. А пока идет подготовка к проведению в Татарстане чемпионата мира по киберспорту, который по планам пройдет уже в следующем году. Сегодня КИО и Федерация компьютерного спорта России подписали соглашение, по которому на базе университета будут готовить тренеров и судей предстоящего мирового первенства. Рамиль Шайдулин, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. В Казани напротив Меги открылся хорошо знакомый казанцам и гостям города гипермаркет для ремонта и дачи ОБИ. Расширили площади, увеличили ассортимент товаров и перечень предлагаемых доп. Услуг. Вход в гипермаркет строго по QR-коду и в масках. Новый ОБИ раскинулся на площади в 12 тысяч квадратных метров. Треть занимает знаменитый садовый центр. В зоне товаров для ремонта и декора расширили ассортимент, появилось несколько шоу-румов, в том числе с кухнями и ванными комнатами. Здесь специалисты бесплатно составляют клиентам дизайн-проект ванной комнаты с расчетом стоимости материалов. В данном магазине любой клиент сможет осуществить все свои мечты по ремонту, по обустройству, сделать проектный ремонт, сделать ремонт дачного участка, построить новый дом с нуля. Давно хочу сделать ремонт в ванной комнате. И, если честно, здесь мне понравилось несколько дизайнерских решений. Реально очень круто. Я уже подобрал ванную комнату здесь. Прошел садовый рай. Шикарный Новый год. Наверное, сейчас пару игрушек куплю, потому что боюсь, что их быстро разберут, и к Новому году их уже не останется. Новогодние сувениры, украшения и елки можно приобрести на легендарной новогодней ярмарке ОБИ, которая расположилась в садовом центре. Здесь же представлен большой выбор растений, техники и инструментов для дачи, отдыха на природе и ландшафтного дизайна.
В Оби Казань тщательно продуманный процесс выдачи онлайн-покупок. В гипермаркете есть зона самовывоза и дополнительные места выдачи онлайн-заказов. Появились отдельные места для работы с бизнес-клиентами. Приятно, что наконец-то появилась отдельная бизнес-зона, где к бизнес-клиентам персональный подход. То есть я могу выбрать товар в спокойной обстановке, сэкономить много времени, и все это мне привезут на тот адрес, который я скажу. Более того, очень удобно пользоваться картой Оби-клуба, потому что она позволяет реально экономить. То есть чем больше я покупаю, тем выше у меня скидка. Приятный бонус для покупателей. У Оби появилась отдельная парковка на 350 автомобилей и крытая велопарковка на 32 велосипеда. Позаботились и о владельцах электромобилей. Для их транспорта здесь тоже есть отдельные места. На этом выпуск завершен. Напомню, что больше информации и новостей вы найдете на нашем сайте в интернете. Всего вам доброго. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца ноября доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. В Татарстан надвигается непогода. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Угульмее, Баблах и Азнакаево будет облачно, ветрено и снежно, местами метель. Пройдут снегопады в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Температура не изменится, а ветер усилится. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше снег, метель, порывистый ветер и 0–1 градус. В Арске, Кукмаре и Балтаси температура пока без изменений. Снег во второй половине дня усилится. В Болгаре, Дрожжином и Буинске ветер порывистый, снег местами с метелью. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше аналогичная картина. Обильные снегопады ожидаются во второй половине дня. В воскресенье стоит ждать снег и тепло. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани облачно, снег во второй половине дня сильный, метель, ночью около 1 мороза, днем около 0 градусов, ветер южный, порывистый, атмосферное давление 743 мм ртутного столба, влажность воздуха 90%, магнитное поле Земли спокойное, на дорогах местами гололедица и снежные заносы, будьте предельно осторожны. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 30 ноября в аптеках «Икона», «Бережная аптека» и «Аптека от склада» проходит акция «Снижение цен». Покупай выгодно. Вот это выгодно! Вы только посмотрите! Глазные капли Тауфон 10 мл 103 рубля. Пенталгин 24 таблетки 169 рублей. Бережная аптека, аптека от склада и аптека «Икона». Вот где выгодно.